Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры единобожники, с позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля мы продолжаем наши уроки по изучению ля иляха илляллах. И мы остановились в 3 главе в словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что, как это передается от Абу Хурейры, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اخترت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. У каждого пророка есть мольба, которая будет непременно принята. Пророк, саллаллаху, каждый пророк поспешил с этой мольбой, а я отложил свою мольбу. Это мое заступничество за мою умму в день воскресения. И она, иншаллах, коснется того, кто из моей уммы умрет, не приобщая к Аллаху сотоварищей. Хадис передали имам Аль-Бухари и имам Муслим. И обратите внимание, дорогие братья и сестры, чтобы мы были из числа этих людей, которых коснется заступничество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны изучать ля иляха илляллах. Мы должны изучать и жить по ля иляха илляллах, чтобы мы были из тех, за кого будет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заступаться. А это не будет, кроме как на мувахида. Это не распространяется, кроме как на единобожника. Почему? Потому что только единобожник, только мувахид, который держится за основу своей религии, только он не приобщает к Аллаху Субханаху ва Та'аля сотоварищей. А человек, который не изучает основу религии, человек, который не изучает, его не волнует основа религии, его не волнует ля иляха илляллах, человека не волнует ничего из религии, разве такой человек может входить под описание, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман мата мин уммати ла юшрику биллахи шей'ан»? Нет. Человек, который не изучает, не знает, он даже если не будет хотеть, даже если не хотят, по незнанию будет попадать в куфр и в ширк, что не является оправданием незнания по невежеству. Поэтому мы должны изучать свою религию. Мы должны ухватиться за эту религию своими коренными зубами, чтобы мы получили свою долю из этой религии. Мы должны ухватиться за эту религию. Мы должны сидеть, вставать, думать, жить, спать на ля иляха илляллах. И также из достоинств свидетельства ля иляха илляллах это то, что она является твердым словом. Твердым словом, о котором Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля сказал: «Юсаббиту Аллаху аллазина аману бил каули thабити фил хаяти дунья ва фил ахирах». Аллах утверждает тех, которые уверовали твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. Валлахи, когда мусульманин, который держится за свою религию очень крепко, дорожит своей религией, клянусь Аллахом, только му'мин, который держит свое обещание с Аллахом Субханаху ва Та'аля, а это ля иляха илляллах, ахд, как мы проходили ранее, договор, который он составил с Аллахом, завет, который он договорился с Аллахом Субханаху ва Та'аля, сделал завет, что ля иляха илляллах, нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Та'аля. Нету никого, кто достоин, чтобы ему делали суджуд, чтобы его законы соблюдались, чтобы его имена и атрибуты были подобно именам и атрибутам божества, а не те, как некоторые джахмиты, которые отрицают имена и качества Аллаха Субханаху ва Та'аля. Либо некоторые люди, которые отрицают закон Аллаха Субханаху ва Та'аля, обращаются на суд к тагутам и другим, те, которые правят бигайри ма анзалаллах. Нет, такой человек, субханаллах, такой человек не понял, что такое ислам, что такое быть мувахидом. Только тех, которые держались за свою религию, сказали мы что? Уверовали, сказали ля иляха илляллах и были стойки на этом. Только их Аллах Субханаху ва Та'аля утвердит твердым словом. И муфассиры говорят: «Ай, يثبت الله المؤمنين بهذا القول الصادق الحق الذي ثبت في قلوبهم وتمكن فيها واطمأنت إليه نفوسهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يثبتهم في حياة الدنيا على إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويسلمهم من الشهوات
والشبهات ويثبتهم أيضا في قبورهم عند سؤال الملكين. Аллаху Акбар. То есть Аллах, субханаху ва тааля, укрепляет верующих этим твердым и истинным словом, которое укоренилось в их сердцах, проникло в них, и их души обрели в нем спокойствие. А это ла иляха илляллах. Это ла иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах. Это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха. Аллах укрепляет их в мирской жизни, в их вере в Аллаха и в Его посланника, защищает их от страстей и сомнений, а также утверждает их в могилах при вопросе двух ангелов. Только тот, кто укоренил в их сердцах это слово, а это слово таухида, ла иляха илляллах, таких Аллах субханаху ва тааля укрепляет как в этом мире, так и в могиле, так и в ахира. Просим Аллаха субханаху ва тааля сделать нас из их числа. Эти слова муфассиров передаются в ат-Тафсир аль-Мухаррар в суре Ибрахима, странице 335. И ат-Тавус, рахимахуллах, сказал относительно слов Аллаха субханаху ва тааля: «Юсаббиту Аллаху алладзина аману бил каули thабити фил хаяти дунья». Аллах утверждает тех, которые уверовали твердым словом в мирской жизни. قال لا إله إلا الله وفي الآخرة مسألة في القبر. Он, комментируя этот аят, сказал: это ла иляха илляллах, а в последней жизни это при вопросе в могиле. Эти его слова привел Ибн Джарир в своем тафсире в 13 томе, странице 666. И Ас-Самарканди, рахимахуллах, говорит о словах Аллаха субханаху ва тааля: «Юсаббиту Аллаху алладзина аману бил каули thабит била иляха илляллах في الحياة الدنيا يعني يثبتهم على ذلك القول عند النزع، أي يعني يثبتهم على ذلك القول عند النزع وفي الآخرة يعني في القبر». Ас-Самарканди, да помилует его Всевышний Аллах, говорит, что Аллах сказал: Аллах утверждает тех, которые уверовали твердым словом, то есть ля иляха илляллах, в мирской жизни. То есть Он укрепляет их на этом слове в момент смерти и в последней жизни, то есть в могиле. Эти его слова передаются в Тафсир Ас-Самарканди во 2 томе, странице 242. И имам Аль-Багави относительно слов Аллаха субханаху ва тааля, который сказал: «Юсаббиту Аллаху алладзина аману бил каули thабит», говорит: «Калимату таухид, вахия каулу ла иляха илляллах, фил хаяти дунья, يعني قبل الموت, وفي الآخرة يعني في القبر. هذا قول أكثر المفسرين». Аллаху Акбар. Слова Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, который сказал: Аллах утверждает тех, которые уверовали твердым словом, это слова единобожия, а именно ла иляха илляллах. А слова Аллаха в мирской жизни, то есть до смерти, а слова Аллаха и в последней жизни, то есть в могиле. И это является мнением большинства муфассиров, большинство толкователей Корана. Эти его слова передаются в Тафсир Аль-Багави в 3 томе, в странице 38. От Аль-Барраа ибн Азиба, радiyallahu анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-муслиму иза суиля фил кабри яшхаду анна ла иляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах. Фадалика каулуху юсаббиту Аллаху алладзина аману бил каули thабити фил хаяти дунья ва фил ахирах». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда мусульманина спросят в могиле, он свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, это и есть слова Аллаха, который сказал: Аллах утверждает тех, которые уверовали твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Этими словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, радуется душа муахида. Радуется того, кто в этом мире жил на ла иляха илляллах. В этом мире он претерпевал испытания, он был чуждым, он держался из-за того, что держался за свою религию. Его называли, что он жестокий, его называли отсталым, над ним насмехались, говорили, что ты в старых веках остался, а мир идет вперед. Разными кличками его обзывали. Но однако душа муахида радуется, когда слышит слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его эти слова, и до того, как мы сказали хадис про заступничество,
Валлахи, только сердце муахида, сердце единобожника мусульманина радуется таким словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также, дорогие братья и сестры, из достоинств свидетельства «Ля илляха илляллах» то, что она является добрым словом. Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Алям тара кейфа дарабаллаху маталан калиматан таййибатан кашаджаратин таййибах, аслуха thабитун ва фар'уха фиссама, ту'ти укулаха кулля хейнин биидни раббиха». Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчу? Доброе слово подобно доброму дереву, корни его прочны, а ветви его в небе. Оно приносит плоды свои во всякое время по воле своего Господа. Сура Ибрахим, 24 и 25 аят. И ученые муфассиры говорят, слова Аллаха субханаху ва та'аля: «Ай, алям тара я Мухаммад, кейфа маталя Аллаху маталян, ва шаббахаху шабахан калиматан таййибатан, ва хия калимату тавхид, шахадату анна ла илляха илляллах, кашаджаратин таййибатин, ас-самарати нахлати, ва джузуруха thабитатун фил ард, ва агсануха مرتفعة نحو السماء فكذلك الكلمة التوحيد أصلها ثابت وراسخ في القلب المؤمن وفروعها من أعمال الصالحة صاعدة إلى السماء مرفوعة إلى الرب سبحانه تخرج هذه الشجرة الطيبة ثمرها كاملا كثيرا طيبا في كل وقت وساعة من الليل والنهار والصيف والشتاء بمشية خالقها وأمره وتيسيره. وكذلك كلمة التوحيد لا تزال تثمر الأعمال الصالحة للمؤمن في كل وقت ولا يزال يرفع له عملا صالحا آناء الليل وأطراف النهار في كل حين. То есть, разве ты не видишь, о Мухаммад, как Аллах привел пример сравнения? Доброе слово – это слова единобожия, свидетельство «Ля илляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Подобно доброму дереву с благим плодом, например, пальме, его корни глубоко укоренены в земле, а ветви устремлены к небу. Точно так же слова единобожия. Его корень прочно укоренен и утвердился в сердце верующего, а его ветви – это праведные дела, которые возносятся к небу, к Господу. Велик Он и пречист. Это доброе дерево постоянно приносит свои плоды, многочисленные, совершенные и благие во всякое время, днем и ночью, летом и зимой, по воле и предопределению своего Творца. Точно так же слова единобожия постоянно приносят плоды праведных дел верующему, и непременно возносятся его добрые дела в любое время суток. Эти слова ученых передаются в Ат-Тафсируль Мухаррар, суре Ибрахима, страница 331. И обратите, дорогие братья, что ученые говорят, что единобожие, как подобно дереву пальме, как пальма приносит плоды, также таухид должен приносить плоды, а это праведные деяния. Мы изучаем эту религию не для того, чтобы просто знать, не для того, чтобы с кем-то спорить. Нет, это религия знаний и дел. Эта религия является религией дел. К большому сожалению, сегодня большинство людей сделали из этой религии просто изучение. Просто читают, просто заучивают, до совершения дел не доходит. Илля ман рахимахуллах, кроме тех, кого помиловал Аллах. Каждый аят, каждый хадис и каждый религиозный вопрос, который мы изучаем, мы должны действовать по нему. Когда мы узнали «Ля илляха илляллах», мы должны действовать по «Ля илляха илляллах». Мы должны жить по «Ля илляха илляллах». Не так, чтобы просто изучили, поняли, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и живем как было. Нет, клянусь Аллахом, единобожник, в чьем сердце утвердился, в чьем сердце зашел «Ля илляха илляллах», он до и после не будет одинаковым. Его даже свои родные и близкие не узнают, потому что он до и после это другой человек будет. В чьем сердце утвердился «Ля илляха илляллах», это дает свои тамара, это дает свои плоды, это праведные деяния. Человек изменяется, становится чуждым. Внезапно человек становится чуждым даже в своей семье, даже в своем городе, в своей стране и в этом мире, в свой заман, в свое время. Становится чуждым.
становится непонимаемым. Люди все говорят: мы не понимаем тебя. Сегодня молодежь, такие как ты, они приобретают имущество. А этот говорит: нет, мне надо ля иляха илляллах. Этот стремится к Аллаху субханаху ва тааля. В то время, когда другие оставили религию Аллаха, человек, в сердце которого зашел ля иляха илляллах, никогда не променяет его ни на какие бы то ни было блага, либо же ни на какие-то другие вещи взамен. Тот человек будет подобно посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в следовании ему, в том, чтобы подчиняться ему и следовать за ним. Когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мушрики курейшиты обещали деньги, обещали богатство, обещали женщин, обещали, что его сделают самым высоким и самым почтимым человеком среди них, они сказали: мы дадим тебе все. Однако посланник Аллаха что сказал? Нам нужны такие муахиды, нам нужны такие единобожники, нам нужны такие последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: клянусь Аллахом, если вы небо поставите мне на правую руку, а солнце на левую, я не оставлю то, на чем я есть. Я не оставлю этот призыв, я не оставлю ля иляха илляллах, я не оставлю джихад, я не оставлю книгу Аллаха субханаху ва тааля, я не оставлю приказ Аллаха субханаху ва тааля. Мы в таких муахидах нуждаемся. Мы нуждаемся, чтобы мы стали сами такими муахидами, последователями посланников, последователями посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, последователей пророка Ибрахима, Мусы, Исы и других посланников Аллаха, алейхиму салату вассалям. Вот такие муахиды, вот такие мусульмане и являются истинными верующими, в сердцах которых утвердился ля иляха илляллах. В сердцах которых Аллах субханаху ва тааля утвердил как в этом мире твердым словом, так и в ахира. Просим Аллаха субханаху ва тааля сделать нас из таких людей. И сообщается от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от Ибн Аббаса, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал: «Калиматан таййибатан шахадата анна ла иляха илляллах ка шаджаратин таййибатин, ва хува аль-му'мину أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله ثابت في القلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء». أخرجه ابن جرير في تفسيره. Доброе слово – это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Доброе слово – это верующий. Корни его прочны. То есть «ля иляха илляллах». То есть «ля иляха илляллах», что нет божества достойного, кроме Аллаха субханаху ва тааля, прочно укоренены в сердце верующего. А ветви его в небе, то есть его дела, то есть дела верующего, возносятся к небу. Этот привел Ибн Джарир в своем тафсире в странице 635. И имам ас-Санаани, рахимахуллах, говорит: «Аджма аль-муфассируна аля анна калимата ат-таййибата ахуна ла иляха илляллах». Ученые муфассиры, толкователи Корана, единодушны в том, что под словами Аллаха субханаху ва тааля «калиматан таййибатан», под добрым словом здесь подразумевается «ла иляха илляллах». И шейх ул-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Калимату аслу л-акидати, فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله». Слово – это основа убеждения. Ведь вера – это слово, которое человек утверждает в сердце. А наилучшее из слов и убеждений – это слова единобожия. Слова таухида ла иляха илляллах. Утверждение, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Эти слова имама передаются в Маджму аль-Фатава, 4 томе, страница 74. И также он говорит: «Хия калимату таухид, шаджарату куллама кавия аслуха, ва арука, ва равия, кавият фуру'уха, ва фуру'уха айдан идha гтадат бил матари, ва ррихи атарра залика фи аслиха». Калима, оно это слова единобожия, а дерево, чем крепче его корни, и чем больше они питаются влагой, тем сильнее его ветви, и ветви, когда питаются дождем и ветром, усиливают корень. Эти его слова передаются в Маджму аль-Фатава в 7 томе,
542 странице. И Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит: شبهه سبحانه وتعالى كلمة طيبة بشجرة طيبة لأن الكلمة طيبة تثمر العمل الصالح والشجرة طيبة تثمر الثمرة النافع وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة وباطنة فكل عمل صالح مرضي الله ثمرة هذه كلمة. Аллаху Акбар. Аллах уподобил доброе слово доброму дереву, потому что доброе слово приносит плоды в виде праведных дел, так же, как доброе дерево приносит полезные плоды. Это ясно по словам большинства муфассиров, которые сказали, что доброе слово – это свидетельство «Ля иляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ведь оно приносит все праведные дела, явные и скрытые. Любое угодное Аллаху праведное дело – это плод этого слова. Плод слова «Ля иляха илляллах». Эти его слова передаются в Аль-И'лям аль-Муакки'ин в первом томе, странице 132. И имам Ас-Саади, рахимахуллах, говорит: «Алям тара кейфа дараба Аллаху маталан калиматан таййибатан, вахия шахадату анна ла иляха илляллах, ва фуру'уха كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة النفع دائما». Аллах говорит: разве ты не видел, как Аллах приводит притчу доброе слово, то есть свидетельство «Ля иляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Его ветви, как доброе дерево, а именно пальма. Корни его прочны в земле, а ветви устремлены в небо. Оно приносит постоянную пользу. Эти его слова передаются в Тафсир Ас-Саади, страница 425. И также, дорогие братья и сестры, из достоинств свидетельства «Ля иляха илляллах», что она является причиной спасения от огня, как передается от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который передает Анас ибн Малик, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал муаззина, произносящего: «Ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду алла иляха илляллах». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал муаззина, который говорит: «Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха», тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты избавился от огня». Хадис передал имам Муслим. Просим Аллаха, субханаху ва та'аля, чтобы мы были из числа тех, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. И валлахи, когда каждый из нас будем произносить в своем адане «Ашхаду алла иляха илляллах», мы должны просить Аллаха, субханаху ва та'аля, чтобы Он сделал нас из числа того человека, которому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал в этом хадисе, что ты спасся от огня. Чтобы мы сказали это слово, этот калимату тавахид, с искренней со всего сердца, чтобы это было ради лика Аллаха, субханаху ва та'аля, и чтобы это было спасением нашего от огня. И также сообщается от Уббады ибн Самита, радийаллаху анху, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман шахида анна ла иляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах, харрам Аллаху алейхи нар». Кто свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, тому Аллах запретит огонь. Аллаху Акбар. Ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Пусть услышат люди с востока до запада, пусть каждый человек услышит, чтобы перед Аллахом, субханаху ва та'аля, был свидетелем от востока и до запада. Каждый человек, который понимает меня и разговаривает на моем языке, чтобы он был свидетелем того, что я говорю «Ашхаду алла иляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах». И каждый муахид стремится к этому. Клянусь Аллахом, субханаху ва та'аля,
Мы благодарны Аллаху Субханаху ва Тааля, который нам позволил понять его религию. И просим Аллаха Субханаху ва Тааля. И пусть клянусь Аллахом, и я говорю «Ашхаду алла илляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах». Я говорю, и чтобы каждый брат и каждая сестра, которые слушают эти уроки, слушают этот мой зов, чтобы каждый человек от востока до запада был свидетелем того, что я в этом мире призывал к ля иляха илляллах. Я произносил ля иляха илляллах. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сделал нас из числа тех, кому сделал запретным огонь ада. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля по его милости, чтобы нас сделал из этого числа. И также сообщается от Итбана ибн Малика, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Воистину Аллах запретил для огня того, кто скажет ля иляха илляллах, стремясь к этому, к лику Аллаха Субханаху ва Тааля. Хадис передали имам Аль-Бухари и имам Муслим. И в этом, дорогие братья, в этом хадисе указание на искренность с Аллахом Субханаху ва Тааля, чтобы, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в самом известном хадисе, который каждый мусульманин знает: «Иннамаль а'малу бинният», дела оцениваются по намерениям. В этом хадисе указание на то, что если человек, стремясь к лику Аллаха Субханаху ва Тааля этим, произнесет эти слова, для него Аллах Субханаху ва Тааля сделал ад запретным. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля очистить наши сердца и сделать нас искренними. И просим Аллаха Субханаху ва Тааля сделать нас из числа тех людей, которые услышали, приняли, и чтобы мы делали татбик, чтобы мы следовали и совершали действия по тем знаниям, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал нам. И также сообщается от Анаса ибн Малика, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ехал верхом, а Муаз ибн Джабал, радийаллаху анху, был позади него на седле. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я Муаз, قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا. قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما». Посланник Аллаха говорит: «О Муаз». Тот ответил: «Я здесь, о посланник Аллаха, и готов служить тебе». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторил это трижды, и также Муаз повторял трижды. Затем он сказал: «Нет ни одного раба, который свидетельствует, что нет божества достойного, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник, кроме как Аллах сделает для него ад запретным». Муаз спросил: «О посланник Аллаха, не сообщить ли мне это людям, чтобы они обрадовались, чтобы они возродились, чтобы они обрадовались?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда они будут полагаться и перестанут стараться». Поэтому Муаз рассказал об этом лишь перед смертью, опасаясь греха за умалчивание. Аллаху Акбар. Посмотрите, дорогие братья, хирсу сахаба, стремление сподвижников о том, чтобы донести от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что услышали, и как они боялись об умалчивании, чтобы они скрыли какое-то знание, о чем-то узнали и его скрыли. Его что сделали? Как на арабском говорится катама, то есть скрыли и не говорили. И мы жалуемся на Аллаха Субханаху ва Тааля в наше время, когда так называемые ученые, когда так называемые студенты, которые знают, молчат о религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда их спрашивают, они не отвечают. Еще хуже, они не то что скрывают религию, не говорят, боясь каких-то тиранов, не говорят, не призывают к основам религии, не говорят то, что Аллах и его посланник приказал, не говорят истину, боясь каких-то тиранов, боясь каких-то махлюков, боясь каких-то тагутов. Как шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Ля яхафу аль-махлука илля фи кальбихи марад». Не боится человек
созданного, кроме как в его сердце болезнь, боязнь заслуживает Аллах Субханаху ва Тааля. Нам нужны ученые, подобно сподвижникам, которые слышали и доносили религию, не искажая, не скрывая, не закрывая, не умалчивая, а доносили. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля сделать нас из числа тех, которые передают религию подобно тому, как услышали, не искажая, не переворачивая в пользу каких-то правителей, в пользу одного или второго. Вал'аяду биллах. Этот хадис передали имам Аль-Бухари и имам Муслим. И Ибн Аль-Джаузи, рахимахуллах, говорит: فإن قيل كيف جمع بين قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وبين تعذيب الموحدين فالجواب أنه ذكر في هذا الحديث الذي نحن فيه عن زهري أنه قال نزلت بعد ذلك فرائض نرى أن الأمر انتهى إليها وهو جواب لا يشفى لأن الصلوات الخمسة فرضت بكلمة قبل هذه قصة بمدة. وظاهر الحديث أن مجرد القول يدفع العذاب النار ولو ترك صلاة، وقد ذكرنا عن هذا جوابين، أحدهما أن من قالها مخلصا فإنه لا يترك العمل بالفرائض، إذن إخلاص القول حامل على أداء اللازم، والثاني أنه يحرم على النار خلوده فيها. Если спросить, как совместить слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах запретил огонь для того, кто скажет «Ла иляха илляллах», с тем, что единобожники все подвергаются наказанию. Ответ в том, что, согласно некоторым сообщениям, то есть преданиям, эти слова были сказаны до ниспослания обязательных предписаний. Однако это объяснение не является достаточным, ведь молитва была обязанностью еще до Мекки и до этого случая. И смысл хадиса таков, что простое произнесение искренне избавляет от вечного пребывания в огне, даже если человек был грешен и оставлял молитву. Мы можем дать два ответа. Первое, и смысл хадиса такова, что простое произнесение искренне избавляет от вечного пребывания в огне, даже если человек был грешен и оставлял молитву. Мы можем дать два ответа. Первое, кто говорит ее искренне, тот не оставит обязательного, ибо искренность побуждает к исполнению обязанностей. Второе, запрет от огня означает запрет вечного пребывания в нем. Эти его слова передаются в Кашфуль Мушкиль во втором томе, 110 странице. И Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Аль-ихласу янфи асбаб ад-духули нар, фаман дахала нара мин аль-каилина ла иляха илляллах, лам юхаккик ихласуха аль-мухаррама лаху аля нари, бал кана фи кальбихи нау'ун мин аш-ширки алладhi أوقعه فيما أدخله النار، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك، فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه وإما رجاء له، فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من الشوائب الشرك». Искренность устраняет причины вхождения в огонь. Если кто-то из тех, кто произнес «Ла иляха илляллах», все же попадает в огонь, значит, что он не достиг совершенства искренности, которая делает для его ад полностью запретным. В его сердце было нечто из скрытого многобожия, то есть ширка, и именно оно привело его к наказанию. А ширк в этой умме скрытнее, чем шаги муравья. Поэтому раб в каждой молитве приказывает себе говорить «Только тебе, ияка на'буду», «Только тебе мы поклоняемся», «Ва ияка наста'ин», «И только у тебя мы просим помощи». Ведь шайтан призывает к ширку, и душа следует за ним. Поэтому человек всегда нуждается в очищении своего таухида от примеси многобожия. Эти его слова передаются в Маджму аль-Фатава в 10 томе, в странице 261. И Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорит: «Фаамма калимату таухид, фаиннаха тахдиму дзунуба,
وتمحوها محوا ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار ومن قالها خالصا من قلبه حرمه الله على النار. Аллаху Акбар. Слова таухида уничтожает и полностью стирает грехи, не оставляя ни одного. Никакое другое деяние не предшествует ему по ценности. Оно подобно освобождению рабов, что означает освобождение от огня. Кто же ее скажет искренне от сердца, того Аллах сделает запретным для него огонь. Того Аллах сделает запретным для него огонь. Либо же его сделает для огня запретным, чтобы его не коснулся огонь в судный день. И это достоинство таухида. Это достоинство муахида. Достоинство человека, который говорит «Ла иляха илляллах» с самого искреннего, из самого глубины сердца. Не просто на языке, нет. Просто произношение на языке не помогут человеку спастись от огня. Не помогут, чтобы Аллах сделал для него запретным огонь. А лишь искренность, искреннее произношение, жизнь по «Ла иляха илляллах» и смерть на «Ла иляха илляллах» то, что делает запретным для него вхождение в огонь. Эти слова имама Ибн Раджаба, рахимахуллах, передаются в Аль-Латаиф Аль-Маариф в странице 214. И также, дорогие братья и сестры, что из достоинств свидетельства «Ла иляха илляллах» то, что она является причиной вхождения в рай. Цель каждого мусульманина – это вхождение в рай. Каждый из мусульман, каждый из единобожников, самая высокая цель – это вхождение в рай. Это довольство Аллаха, а за довольством Аллаха, субханаху ва тааля, следует вхождение в рай. Это и является ценностью, это и является целью. И нет пути в рай, кроме как на «Ла иляха илляллах». Нет пути в рай, кроме как по пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который 13 лет призывал сподвижников на «Ла иляха илляллах». Вы просто подумайте, дорогие братья и сестры. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, 13 лет призывал сподвижников, призывал людей Мекки на «Ла иляха илляллах». Есть люди, которые не то что 13 лет, 13 дней не могут уделить «Ла иляха илляллах», чтобы изучить. Некоторые люди не могут 13 недель отдать на изучение «Ла иляха илляллах». Когда сам посланник Аллаха призывал 13 лет чтобы люди свидетельствовали «Ла иляха илляллах». Когда курайшиты и мушрики поняли смысл «Ла иляха илляллах» лучше, чем сегодняшние так называемые ученые суфистов и другие. Когда им сказал посланник Аллаха «Кулу ла иляха илляллах туфлиху», скажите «Ла иляха илляллах», вы преуспеете. Они что сказали? «Аджаальта аль-алихата иляха вахидан, фа инна хада ла шей'ун уджаб». Ты разве сделал все божества одним Богом? Это удивительная вещь. Они поняли смысл «Ла иляха илляллах», поэтому не произносили. Тогда как сегодня люди днем и ночью произносят «Ла иляха илляллах», не поняв его смысл. Произносит «Ла иляха илляллах», днем и ночью тратит на противоположность. Произносит «Ла иляха илляллах» в намазе, заканчивает намаз, встает и враждует с «Ахлю ла иляха илляллах». Заканчивает намаз, заканчивает свои адгары, в котором говорит «Ла иляха илляллах», быть может, каждый день по 100 раз, по 1000 раз. Однако, заканчивая это, идет и сражается против людей «Ла иляха илляллах». Говорит о людей «Ла иляха илляллах», что они жестокие, что они отсталые, что они хариджиты, что они фулан ибн фулан, субханаллах, что они заблудшие, что они какие-то отсталые люди, а мы идем вперед. Они хотят шариат, а шариат был 1400 лет, 1500 лет назад. Мы хотим вперед идти, а не назад. Валь-аяду биллах. Вот такие люди не поняли «Ла иляха илляллах». Клянусь Аллахом, нам не нужен ни демократия, ни секуляризм, ничего. Нам достаточно шариата Аллаха, субханаху ва тааля. Хоть 1000, хоть миллион лет пройдет, мы будем желать шариата Аллаха, субханаху ва тааля. И каждый из нас будет стремиться, чтобы шариат Аллаха, субханаху ва тааля, был на этой земле, и мы жили по шариату Аллаха. Мы не нуждаемся в каких-то законах, помимо законов Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы какие-то
4 безбожных алкаша приходили и делали нам законы, что можно, что нельзя, что является ценностью, что не является ценностью, как должна женщина одеваться и как не должна одеваться, как мужчина должен отращивать бороду или же не отращивать, человек должен молиться, не молиться. Это не они решают. Это Аллах субханаху ва та'аля, халику кулли шей, решает. Инил хукму илля лиллах. Нету законодательства, либо все законодательство принадлежит Аллаху субханаху ва та'аля. Нет у него сотоварищей. Мы не нуждаемся в каких-то странах, в их законах. Нет. Клянусь Аллахом, хоть даже 500 тысяч лет вперед они пойдут, мы будем желать шариат Аллаха субханаху ва та'аля и жить по шариату Аллаха субханаху ва та'аля и умереть на шариате Аллаха субханаху ва та'аля. И это желание каждого мусульманина, каждого единобожника, который понял смысл ла иляха илляллах. А те люди, которые сегодня говорят, на сегодняшний день не подходит шариат Аллаха, они не поняли смысл ла иляха илляллах. Они не почуяли даже запах ла иляха илляллах. Не узнали, что такое шариат Аллаха, не узнали, что такое ла иляха илляллах, не узнали, что такое таухид Аллаха субханаху ва та'аля. Хоть даже если 50 лет учатся. Шариат Аллаха субханаху ва та'аля является совершенным во все времена. Со времен ниспослания и до конца судного дня. Со времен ниспослания и до конца судного дня. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, передается от него, как это передал Абу Хурейра, ради Аллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ашхаду анна ла иляха илляллах ва анни расулуллах, ла ялка Аллаха бихима абдун гайра шаккин фихима, илля дахаля аль-джанна». Я Аллах, насколько же это радуется душа му'мина, радуется душа верующего человека, когда слышит подобные хадисы от своего любимого посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Клянусь Аллахом, душа верующего раскрывается, и он желает встречи со своим Господом, и он желает скорейшей встречи с Господом миров, который сотворил все это. Господь, который не нуждается ни в ком и ни в чем. Раб, слабый, нищий раб, желает после таких слов посланника Аллаха ускорить встречу со своим Господом, со своим величайшим Господом, который в этом мире свидетельствует, что ла иляха илляллах, самого сердца искренне, не сомневаясь, он желает встречи с Аллахом субханаху ва та'аля. Посланник Аллаха говорит: «Ашхаду ан ла иляха илляллах». Свидетельствую, ашхаду анна ла иляха илляллах. Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ва анни расулуллах. И что я посланник Аллаха. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Никто из рабов не встретит Аллаха с этими словами, не сомневаясь в них, кроме как войдет в рай. О Аллах субханаху ва та'аля, мы просим Тебя укрепить наши сердца и произнесите, о дорогие братья, ашхаду ан ла иляха илляллах ва анна Мухаммадан расулуллах, чтобы Аллах субханаху ва та'аля был свидетелем, что мы в этом мире с вами собирались на изучение ла иляха илляллах, на укрепление корней ла иляха илляллах в наших сердцах, что мы произносили это искренне ради Аллаха субханаху ва та'аля, желая приблизиться к Его лику, желая приблизиться к Его довольству, чтобы ангелы свидетельствовали перед Аллахом субханаху ва та'аля, что мы в этом мире с вами, о дорогие братья и сестры, собирались не ради чего-то, не ради кого-то, не из-за чего-то, кроме как из-за ла иляха илляллах. Мы проводили маджлисы, проводили уроки, собирались с разных концов мира. Быть может, кто-то с запада, кто-то с севера, кто-то с Кавказа, кто-то с другого места, кто-то с Дагестана и других мест. Однако мы собираемся изучать ла иляха илляллах. Это и есть таухид, это и есть умма, это и есть каджасадиль вахид, это и есть одно тело, которое собрано вокруг ла иляха илляллах, вокруг урватуль вусқа. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает, как это передается от Убада ибн Самита, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля ашхаду анна ла иляха иллаллаху вахдах, ла шарика лаху, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух, ва анна Иса абдуллахи ва вабну аматих, ва калиматуху алқаха иля Марьям, وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق
أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. Аллаху Акбар. Кто скажет: свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха единого, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и посланник, и что Иса раб Аллаха и сын его рабыни, его слово, которое он ниспослал Марьям, и дух от него, и что рай истина, и что ад истинен, того Аллах введет в рай, каково бы ни было его деяние. Хадис передал имам Аль-Бухари и имам Муслим. То есть человек, когда мувахид свидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и что Иса посланник Аллаха, его раб и посланник, и что рай истина и ад истина, то он что этим самым заслуживает того, что Аллах субханаху ва тааля введет его в рай. Просим Аллаха сделать нас из числа тех, которых Аллах введет по своей милости в рай. Не по нашим делам. Клянусь Аллахом, если Аллах субханаху ва тааля по своей справедливости будет судить нас, то мы потерпим, субханаллах, великий ущерб. Мы потерпим хусранул мубин, как посланник Аллаха делал дуа: Аллахумма хасиб хисабан ясира. О Аллах, рассчитай меня легким расчетом. Мы тоже просим Аллаха субханаху ва тааля: Аллахумма хасибна хисабан ясира. О Аллах, рассчитай нас легким расчетом. Когда Аиша радийаллаху анха спросила: о посланник Аллаха, что такое легкий расчет? Он сказал, чтобы Аллах субханаху ва тааля посмотрел на дела и не спрашивал за каждое дело, которое по своей милости оставил. Это и есть легкий расчет. Просим Аллаха о его милости. И также сообщается от Уthмана радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман мата ва хуа я'ламу аннаху ла илаха илляллах дахаля аль-джанна». Кто умрет, зная, что нет божества, кроме Аллаха, войдет в рай. Аллаху Акбар. Не стоит ли это, чтобы мы потратили свои жизни изучать, чтобы мы знали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субханаху ва тааля? Аллахи, это стоит, чтобы мы 10, 20 тысяч жизней, если Аллах нам даст, чтобы мы 1000 своих жизней потратили на изучение ла иляха илляллах. И Кади Аяд, рахимахуллах, говорит: «Куллу ман мата аля аль-имани ва шахида мухлисан мин кальбихи бишшахадатейни, фа иннаху ядхулу аль-джанна». Каждый, кто умрет в вере и искренне от сердца засвидетельствует шахаду, 2 шахады, это ашхаду алла иляха илляллах, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух, и что я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, то такой человек войдет в рай. Такой человек войдет в рай. Эти его слова передаются в Икмаль аль-Му'лим, 1 томе, странице 255. Абуль Хасан ас-Синди, рахимахуллах, сказал: «Ман а'атаху Аллаху та'аля хадихи аль-калимати ла иляха илляллах инда маутихи ва ваффакаху лаха лам тамассаху ан-нар, баль ядхулу аль-джанната ибтидаан ма'аль абрар». Кому Аллах дарует возможность произнести слова «Ла иляха илляллах» при смерти и удостоит его этого, то такого не коснется огонь, но он войдет в рай сразу вместе с праведниками. Просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы мы были из числа этих людей. Когда люди радуются встрече с какими-то знаменитыми людьми, когда они желают встретиться с какими-то, тиранами, правителями, какими-то тагутами, они радуются, их души стремятся к этому, чтобы: о, такой-то человек, который известен, я хочу встретиться с ним. Клянусь Аллахом, душа верующего мувахида желает встречи с Аллахом субханаху ва тааля. Вы сами представьте, дорогие братья, что мы, мувахиды, которые отдали всю свою жизнь изучению религии Аллаха субханаху ва тааля, что мы, иншааллах, будем делать все, что нам приказал Аллах субханаху ва тааля, говорить истину истиной и делать те дела, которые Аллах субханаху ва тааля, наш Господь, приказал нам. Мы являемся рабами Аллаха. Нам приказано делать то, что Аллах приказал. Что, как, к чему, почему, а зачем, это не наше дело. Как ученые, известная фраза есть, говорят: «Аля Аллахи баян, ва аля расулил балаг, ва аля расулил балаг, ва алейна таслим». На Аллаха лежит обязанность, чтобы Он разъяснил нам: вот это можно вам, вот это нельзя, вот это делайте, вот это оставьте.
на посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, и других посланников балах, донесение, донести до нас вести от Аллаха субханаху ва тааля. А на нас лежит что? Подчиниться и принять. И также, дорогие братья и сестры, из достоинств свидетельства ля иляха илляллах, то, что оно является наилучшим поминанием Аллаха Всемогущего и самого великого, и самым тяжелым деянием на весах раба в день воскресения. Это ля иляха илляллах. Как сообщается от Абу Хурейры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля ля иляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир, фи яумин ми'ата марратин, كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحتت عنه 100 سيئة وكانت له حزرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك». Кто скажет «Ля иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Один Он, и у Него нет сотоварища. Ему принадлежит власть и ему хвала. И он способен на всякую вещь 100 раз в день. Тому будет даровано, как будто он освободил 10 рабов. Будут записаны для него 100 благих дел и будут стерты с него 100 дурных дел. Это станет защитой для него от шайтана в этот день до вечера. И никто не придет с чем-то лучшим, кроме того, кто сделал больше этого. То есть тот, кто сделал больше 100. Если человек сделал 100, то лучше него только тот, кто сделал 101, 102, 110, 130, 100 тысяч, 140 и так далее выше. И это нас что? Побуждает этим адкаром, чтобы мы произносили. Этот хадис передается в сахихах имама Аль-Бухари и имама Муслима. И также сообщается от Абу Дharра Аль-Гифари, радийаллаху анху, который сказал: «Культу я Расул Аллахи, амин аль-хасанати ла иляха илляллах, каля, хия афдалуль хасанат». Я сказал: «О посланник Аллаха, относится ли ля иляха илляллах к числу благих деяний?» Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Это наилучшее из благих деяний». Этот хадис передал имам Ахмад. И также сообщается от Абдуллаха ибн Амра, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Нухан, алейхиссалату вассалам, кана ли ибнихи инда маутихи آمره بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبحمة قسمتهن لا إله إلا الله». Поистине Нух, алейхиссалям, сказал своему сыну перед смертью: «Я завещаю тебе ля иляха илляллах, ибо если бы 7 земель и 7 небес были положены на одну чашу весов, а ля иляха илляллах на другую, то она перевесила бы их. И если бы 7 небес и 7 земель были бы сомкнуты кольцом, то ля иляха илляллах раскрыла бы их». Этот хадис указывает нам на величие, на достоинство ля иляха илляллах, что она выше и лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Она лучше и выше, чем 7 земель и 7 небес, со всеми его обитателями, кроме Аллаха субханаху ва тааля. И она является что? Самым тяжелым деянием раба в день суда, когда Аллах субханаху ва тааля в другом хадисе сообщил нам, что если 7 небес и 7 земель с их обитателями положили на одну чашу весов, кроме Аллаха, и ля иляха илляллах на другую чашу, то ля иляха илляллах перевесила бы это. И также сообщается от Абдуллаха ибн Амра, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха саюхаллису раджулян мин уммати аля руусил халаики яум аль-киямати. Фаяншузу алейхи 99 сиджилян. Куллу сиджилин мithlu мадди басар. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة وبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر. Wallahi, этот хадис, это и является радостной вестью мусульманам, мувахидам. Клянусь Аллахом, тот, который, о мусульманин, о мувахид, биллах алейк, держись за ла иляха илляллах. Держись за ла иляха илляллах, ибо в нем только твое спасение. В нем только твое спасение. Нету тебе рая, нету никому из нас рая, кроме как с ла иляха илляллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит: поистине Аллах выделит одного из человека из моей уммы перед всеми творениями в день воскресения. Перед ним будут развернуты 99 свитков, каждый из которых простирается, настолько хватает взгляда. Аллах скажет: отрицаешь ли ты что-либо из этого? Обидели ли тебя мои писцы, ангелы-писцы? Он скажет: нет, о Господь. Аллах скажет: есть ли у тебя оправдание? Он скажет: нет, о Господь. Тогда Аллах скажет: но у тебя есть одно доброе дело. Сегодня тебе не будет причинено никакой несправедливости. И высунут карточку, на которой будет написано «Ла иляха илляллах». «Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух». Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Аллах скажет: подойди к весам. Человек скажет: о Господь, что может эта карточка сделать против этих свитков? Аллах субханаху ва тааля скажет: тебе не будет причинена несправедливость. Тогда свитки будут положены на одну чашу весов, а карточка, на котором ла иляха илляллах, на другую. Свитки окажутся легкими, и карточка с ла иляха илляллах перевесит, ибо ничто не перевесит имя Аллаха субханаху ва тааля. Этот хадис передал имам Ахмад, имам ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Аллахи, дорогие братья, держитесь за ла иляха илляллах. Клянусь Аллахом, в нем наше спасение. Как сам посланник Аллаха говорил: «Кулу ла иляха илляллах туфлиху». Говорите, скажите ла иляха илляллах, и вы преуспеете. Аллаху акбар. И также сообщается от Умара ибн аль-Хаттаба, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма минкум мин ахади ятаваддау, فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». Аллаху акбар. Клянусь Аллахом, это и есть достоинство ла иляха илляллах. Одного хадиса такого достаточно было бы, чтобы мы поняли достоинство ла иляха илляллах, чтобы мы всю свою жизнь потратили на изучение, на укрепление, на укоренение этого слова в наших сердцах, в наших домах, в наших душах, в наших женах и детях, и в наших родных и близких, и во всех людях. Одного хадиса. Однако Аллах субханаху ва тааля по своей великой милости отправил столько аятов, отправил столько хадисов, отправил стольких посланников, чтобы люди, чтобы народ понял ла иляха илляллах. Аллаху акбар. Насколько же ты велик, о мой Господь. Абдул-Азиз ибн Ма'мар ан-Наджди, рахимахуллах, комментируя этот хадис, говорит: هذا فيه الاتيان بالشهادتين المتضمنتين طهارة القلب بعد وضوء الذي هو طهارة الظاهر لتتم له طهارتان الظاهرة والباطنة وهذا غاية الكمال. В этом заключается объединение двух свидетельств, которые означают очищение сердца. После омовения, которое является очищением внешнего, так человек достигает полноты двух очищений, внешнего и внутреннего, и это высшая степень совершенства. Эти его слова передаются в Минхат аль-Кабир аль-Муджиб, втором томе, странице 680. И альхамдулиллах, по великой милости Аллаха субханаху ва тааля, мы с вами сегодня закончили третью главу достоинства ла иляха илляллах. Клянусь Аллахом, как бы мы ни хотели уходить от этой главы в другие главы, начинать другие главы, оставляя эту главу, однако мы в любое время можем вернуться, почитать и
прослушать эту главу, достоинство нашего Господа, достоинство слова «Ла иляха илляллах». И на этом, иншаллах, сегодня мы остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.